Приезд в республику первого заместителя администрации президента Российской Федерации имел насыщенную программу. Рабочие встречи начались в администрации президента Абхазии. Бадра Гунба, Сергей Кириенко и представители профильных ведомств двух стран обсудили ключевые направления абхазо-российского взаимодействия, включая энергетику, образование, гуманитарные инициативы. На местах в реальном режиме прошли обсуждения вопросов морского сообщения между Сухумом и Сочи, реконструкции набережной Сухума, работы отделения Промсвязьбанка. 11 июля президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили пансионат Литфонд в Пицунде, где обсудили вопросы модернизации пансионата, развития его инфраструктуры и сохранения статуса как одной из ведущих площадок в системе туризма и оздоровления Абхазии. Также состоялась встреча с российскими врачами, находящимися в Абхазии. Бадра Гунба и Сергей Кириенко побывали на набережной Гудауты, где обсудили планы ее реконструкции, осмотрели площадку строительства гудаутского завода напитков «Кристалл», который возводится в рамках российской программы льготного кредитования. А затем состоялось долгожданное событие – открытие Национальной картинной галереи. Под абхазские песни торжественно красную ленту перерезали Бадра Гунба и Сергей Кириенко. Вам персонально и главному нашему, скажем, Владимиру Владимировичу Путину книги о Чачпе Шервашиде художник. Значит, они уже приготовлены. Девочки, это... Спасибо. И, значит, я думаю, что есть ребята, которые... Спасибо. Качество хорошее, издано в Москве. Спасибо. И не первый год с ними работают. По завершению церемонии открытия Национальной картинной галереи Бадра Гунба и Сергей Кириенко подвели итоги двухдневной работы. Они ответили на вопросы журналистов и поделились планами дальнейшего сотрудничества. Знаете, что с 1 мая запущены авиасообщения, которые Абхазия ждала очень долго. Запущена электричка, которая соединила Сириус и город Сухум. Сегодня по итогам определенного времени мы можем точно сказать, что такого рода транспортное сообщение пользуется успехом, и огромное количество людей перевезено в рамках деятельности этих отраслей. Мы действительно проговаривали с Сергеем Владимировичем вопрос морского сообщения. Вы знаете, что у нас практика такая была несколько лет тому назад, но временной интервал прохождения катеров от Сочи до Сухума занимал более 4 часов. Сегодня есть возможность, есть определенные поручения Сергея Владимировича, своим российским коллегам, есть поручения абхазской стороне подготовить инфраструктуру для начала такого сообщения. Конечно же, говорить о том, что морское сообщение конкурировало бы с автомобильным, железнодорожным и авиасообщением говорить не приходится, потому что это очень дорогой вид транспорта. Здесь, конечно, необходимо такого рода запуск проекта рассматривать, в том числе и в рамках экскурсионного маршрута. Я уверен, что побережье Абхазии наблюдать со стороны Черного моря — это очень симпатично, это очень красиво. Я уверен, что многие люди поедут на этом транспорте ради того, чтобы насладиться пейзажами прибрежной Абхазии. В этом смысле такой проект планируется. Я думаю, что мы не раскроем секрета. Уже вчера Сергей Владимирович про это говорил. Первый тестовый рейс будет уже 6 августа. Я надеюсь, что такого рода сообщение будет пользоваться спросом. Спасибо. Илана Казанба. Сейчас практически все пенсионеры получили карты ПСБ. Наши бабушки, дедушки очень хорошо отзываются о качестве организации данного процесса. Говорят, что даже в банках им помогали освоить мобильное приложение сотрудники. Скажите, планируется ли установка банкоматов ПСБ для большего удобства пенсионеров? Вы знаете, банк ПСБ представлен здесь в виде филиала, учитывая законодательство банковской системы Абхазии. Открытие терминалов, после терминалов пока не планируется. Мы будем прорабатывать механизм полноценного осуществления деятельности банком ПСБ. При этом хотел бы отметить, что никаких ограничений для наших пенсионеров получить пенсию нет. В любом терминале, расположенном на территории Абхазии, они спокойно могут обналичить те средства, которые получают в виде пенсионных
зачислений. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что такого рода обращение было высшему руководству Российской Федерации. На встрече с Владимиром Владимировичем Путиным мы этот вопрос обсуждали. И спустя, вы сами можете наблюдать, несколько месяцев этот вопрос решен. Это очень удобно, когда наши пенсионеры имеют возможность на территории Абхазии оформить пенсионные карты, не ездя несколько раз за пределы Абхазии, получать карты там. Теперь они имеют право и возможность, значит, менять карту, да, просроченную, либо при потере они спокойно все здесь могут сделать. Хотел бы еще раз напомнить, что более 99% пенсионеров Абхазии уже получили возможность получать средства на банковские карты. Спутник, пожалуйста, ваш вопрос. Абхазские врачи получили бесценный опыт благодаря сотрудничеству с российскими коллегами. Более того, мы даже знаем, что некоторые из российских специалистов приехали к нам жить. Расскажите, пожалуйста, есть ли планы такого сотрудничества и обмена, может быть, кадрами в других каких-то сферах? Коллеги, ну, действительно, знаете, для меня одна из целей этой поездки была в том числе проверить, как выполнены договоренности и обещания, которые были даны. Одним из таких обещаний, о чем Бадр Зурабович говорил, была организация получения пенсионерами пенсионных карточек и счетов прямо здесь. Мы вчера это еще раз проверили. Ну, практически все, кто хотел получить, получили. Почти 21 тысяча пенсионеров получили свои карты. Ну, дальше, о чем Бадр Зурабович сказал, ПСБ банк готов оказывать любые необходимые услуги, но здесь главным является законодательство Республики Абхазия. В этом смысле ПСБ банк будет работать в соответствии с действующим законодательством. Ну а вторая действительно большая программа – это диспансеризация всех ребятишек школьного возраста. У нас прошли диспансеризацию 27 тысяч человек. Вот мы сегодня с врачами еще раз подводили итоги. Это оказалось крайне важно. У нас порядка 1300 человек, детей, которым потребовалось достаточно срочные меры лечения, в том числе плановые операции. Часть из них, где такие операции правильно было сделать в России, уже забрали в Россию. Сейчас еще группа ребятишек поедет для прохождения необходимых лечебных процедур. Большая часть реализуется здесь, в том числе с телемедицинскими консультациями. Сейчас очень хорошо выстроена система, что не надо возить, можно выйти в любой момент времени, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, можно с любыми лучшими клиниками России провести телеконсультации, получить необходимые рекомендации. Но вот вчера врачи говорили, что для 17 тысяч из этих 27 тысяч детей впервые были уточнены лечебные рекомендации, поставлены диагнозы, внесены рекомендации и для родителей, и для врачей. Считаю, что это крайне важная вещь. Ну и у нас эта работа не заканчивается. Мы сегодня с утра заезжали в центральную районную больницу Гагаринскую, где в том числе уже так же, как и по другим районам, была такая просьба Бадра Зурабовича, чтобы в сезон, все-таки у вас резко увеличивается количество пациентов, для врачей это большая нагрузка, поэтому президент России подписал отдельное распоряжение, позволяющее Минздраву России отправлять врачей в сезон сюда, просто на временной основе. Да? Поэтому у нас вот сейчас 7 российских специалистов, это всегда узконаправленные специалисты, реаниматологи, детские врачи, травматологи, то есть то, что связано с наиболее характерными травмами и заболеваниями в летний период. Вот все по всем районам такие врачи у нас уже предоставлены, если потребуется, будут предоставлены дополнительно. То, что Абхазская земля гостеприимная, и часть врачей, которая приезжала сюда в командировку на несколько месяцев, кто-то решил остаться, замечательно. Да? Каждый раз, знаешь, когда приезжаешь и смотришь на красоту Абхазской земли, их можно понять, да, самому уезжать не хочется. Да? Сотрудничество в других сферах, оно у нас большое. На самом деле, вот мы вчера полдня с Бадром Зурабовичем потратили на проведение отраслевых совещаний. Ключевая тема, на мой взгляд, это энергетика, конечно. Потому что, знаете, когда такая прекрасная погода на улице, про зиму как-то не думается, но она подберется быстро.
И нужна очень большая работа для того, чтобы в эту зиму пройти, значит, без потери, без отключений. У нас есть запас, сохраняются российские гуманитарные поставки, они будут продолжены. Более того, мы смогли некоторый запас сэкономить, значит, в апреле месяце. У нас есть запас на конец года, но это большая работа, потому что это вопрос полной ревизии сетевого хозяйства, потому что очень много отключений по техническим параметрам, сети старые, годами за них не доплачивалось, десятилетиями за них не доплачивалось. Второе, ну тоже так, честно скажу, да, мы вчера об этом говорили, ну, конечно, это просто элементарное соблюдение закона и порядочности с точки зрения оплаты платежей. Потому что сейчас ревизию Черноморэнерго ведет, но вот мы с Бадром Зурабовичем оба вчера аж переспрашивали, да, ну, то есть находятся сейчас юридические компании, не граждане. Понимаем, что у человека может быть трудное жизненное положение, все бывает, но когда коммерческая фирма, которая зарабатывает 30 лет, не платила за электроэнергию ни разу, то есть не то, что за последний месяц не заплатила, за 30 лет ни разу не платила. Ну, чудес же не бывает, да, ну а как иначе? Но вот тот, кто так делает, тот украл эту электроэнергию потом зимой у пенсионера, у многодетной семьи, у школы, у больницы, но другого же не бывает, да? Поэтому это большая работа, которую сейчас есть договоренность Минэнерго России, Минэнерго Абхазии. Они совместно ведут комплексные аудиты, проверку сетей. Мы окажем помощь в установке приборов учета, для того, чтобы можно было очень точно действительно понимать, кто за электроэнергию заплатил, и у него гарантированные поставки, кто этого не сделал. Ну и в целом по энергетической сфере это очень большая такая серьезная работа. Ну, еще одна сфера, в которой у нас продолжается сотрудничество, это, конечно, образование. Потому что у нас, ну вот мы смотрели, как реализована программа выделенных президентом России из резервного фонда денег на каждую школу, которые были выделены, на каждое село, вот к нескольким памятникам, мемориалам героев Великой Отечественной войны Абхазии подъезжали, ну, душа радуется, видя, в каком состоянии действительно бережно, заботливо, с уважением, в том числе на приведение в должный вид пошли и средства, выделенные президентом Российской Федерации. Но это не все. Вы знаете, что у нас приняты решения. Президент России выделил деньги, это 54 миллиона на год, для того, чтобы каждый учитель русского языка в Абхазии получал 5 тысяч доплаты ежемесячно. А Бадр Зурабович принял аналогичное решение, что 5 тысяч рублей будут получать все учителя абхазского языка. Кроме этого, президентом России выделены деньги на то, чтобы в Абхазии могла быть введена такая же система, у нас это называется в России навигаторы детства или советники по воспитанию, когда в каждой школе есть человек, который отвечает не за обучение по какому-то предмету, а за воспитание. Понятно, что такая программа воспитания в Абхазии будет своя, она будет построена на традициях, на культуре, на кодексе Абхазии, но вообще это очень правильная вещь, вот решения все необходимые приняты, деньги у нас предусмотрены, ну, это довольно приличные деньги, каждый такой человек, отвечающий за воспитание в школе, только за счет бюджета Российской Федерации будет ежемесячно получать доплату 40 тысяч рублей. Хорошие, значимые деньги. Да? Ну и вот с точки зрения образования мы к вам сейчас приехали из многопрофильного колледжа, или раньше он всегда назывался кулинарный колледж абхазский. Значит, мы запускаем программу, но все равно ведь важная задача, чтобы больше приезжало туристов, и очень важно, чтобы туристы приезжали не только в летние месяцы. Да? Очень важная вещь для экономики Абхазии – это растягивание сезона, чтобы люди сюда могли ехать и в ноябре, и в декабре, и в январе. Ну, а это означает, что не только пляжем, солнцем и морем, да? Чем-то еще их надо вытягивать, и поскольку Абхазия славится своим гостеприимством, своей кухней, то, конечно, вопрос и качество ресторанов, кстати, очень растет, и гастрофестивали, которые стали проводить, это хорошая, важная вещь. Поэтому у нас сегодня, вчера и сегодня в Абхазии в гостях целая делегация из Красноярска. Красноярск – это, ну,
в России сегодня лучший институт гастрономии. Это проект совместный с лучшим в мире институтом Поля Бокюза, значит, французским. Вот в Красноярске этот университет работает 8 лет. Сегодня Красноярск стал просто гастрономической столицей. В Москве продаются туры на 2 дня в Красноярск, сходить по 5-7 ресторанам. Вот у нас и руководство этого института здесь, и мы договорились о том, что прямо сейчас начинается конкурс и возможно подать заявки. Мы за счет бюджета России уже в этом году 5 человек можем взять на полное бесплатное высшее образование в этот институт гастрономии. А как только сезон заканчивается, красноярские коллеги примут делегацию абхазских ресторанов, значит, покажут им, как у них это устроено, и готовы будут в зиму принимать прям несколько потоков поваров, шеф-поваров на переобучение, директоров ресторанов, владельцев ресторанов. Мы хотим прям вот такую комплексную программу сделать для того, чтобы к следующему сезону у нас качество и возможности ресторанов в Абхазии развивались, хотя видно, как они уже растут. Ну и, наверное, еще одна вещь, вы спросили про развитие сотрудничества. Я скажу про работу, связанную с развитием инфраструктуры, благоустройством. Мы вчера прошли с Бадр Зурабовичем по набережной Сухума. Значит, у нас часть работы будет реализована уже в этом году. Ну вот про 6 августа Бадр Зурабович рассказал. У нас первая комета тестовая пройдет, значит, 6 августа. Ну и 6 августа у нас один этап обустройства набережной завершится. Мы планируем 6 августа, мы хотим открыть морской фонтан, который рядом станет с созданием морпорта, значит, такой плавучий морской фонтан. Мы посмотрели, такой у нас работает в нашем международном творческом центре Таврида. Вот с Бадр Зурабовичем там и с командой мэрии Сухума мы были там в конце апреля. Вот такой же фонтан с подсветкой ночной 6 августа встанет на набережной Сухума, и будет запущена еще и летняя сцена, пространство для творческих выступлений, пространство для гастрофестивалей. Ну а со следующего к маю следующего года у нас полностью вот эта большая часть набережной будет запущена, причем у нас добавляются проекты, помимо регионов, побратимов, у нас добавляются еще крупные российские компании, которые кусочки набережной берут на себя. Значит, Нижний Новгород, как город-побратим Сухума, взял на себя еще часть архитектурной подсветки. Они сделают подсветку, уже к сентябрю они сделают подсветку остатков крепости Диоскуров, сделают, и нижние и верхние крепости, сделают подсветку ротонды рядом с Брехаловкой, сделают подсветку, да. Ну и начнут вот уже к началу августа попробуют сделать подсветку первых эвкалиптов, вот этих красавцев эвкалиптов на набережной. Что порадовало меня в этот раз? Меня порадовало, что все-таки, мы об этом говорили, что хорошо, когда это делают регионы-побратимы, хорошо, когда это делает российский бюджет, но очень хотелось бы увидеть более активное участие абхазского бизнеса. Да? Вот в этот раз оно стало наконец заметно. В прошлый раз я, честно говоря, его не увидел, да? В этот раз я его увидел. То есть действительно владельцы очень красивых, но порой заброшенных на набережной зданий развернули свою инвестиционную программу. Ну и вот что очень порадовало, я увидел, что бизнесмены Абхазии уже не только встраиваются в общую программу, но у них свои очень хорошие, интересные идеи, дополнительные предложения. Ну и честно скажу, меня сегодня очень порадовало. Мы вот успели с Бадр Зурабовичем еще в Гудаут сегодня заехать на набережную. То есть у нас реконструкция не только в столице, в Сухуме, но и Гудаутской набережной. Там в качестве такого региона-партнера, побратима выступает Самара, значит, и они взяли там почти 560 метров старой Гудаутской набережной, тоже в ноябре начинаются строительные работы, и к следующему сезону большая часть работы будет сделана. Вот честно хочу прям вот сказать добрые слова и поблагодарить. Меня очень порадовало, как в эту работу включился бизнес, который работает в пляжной и набережной зоне в Гудаутах. Просто молодцы.
просто молодцы. Я увидел впервые вот эти почти километр набережной, которые они за свой счет сделали, просто скинулись, сами сделали, не дожидаясь никого. И вот они сейчас вместе с руководством Гудаутского района, вместе с руководством города Самары, у них прям вот одна команда, в которой они работают по программе. Поэтому думаю, что к следующему сезону у нас преобразится не только набережная Сухума, но и набережная Гудаута. Очень порадовали, очень порадовали. Спасибо, Марьяна Котова, Абазатовна. Сергей Владимирович, в России есть проект «Специалитет», по которому студенты, обучающиеся, могут проходить практику, а потом уже трудоустраиваться с определенным опытом работы. Абхазию возможно ли интегрировать в такой проект? Как вы думаете? Да, уверен, что можно. Более того, это практически то, о чем мы только что договорились по кулинарному колледжу. Да? Вот мы ровно об этом договорились. То есть у нас пойдет, спасибо вам за вопрос, я не все успел рассказать. Значит, вот у нас 5 человек пойдет сейчас на высшее образование, а на среднеспециальное начинаем набирать ребят. Забирает Красноярский институт на повышение квалификации педагогов кулинарного колледжа Сухумского. Другой вопрос, знаете, обмен обязательно, но мы сегодня много говорили, в том числе и представители ресторанного бизнеса Абхазии сейчас собирались, мы все-таки говорили, что очень важно, чтобы ребята, когда они направляются, заранее понимали, что есть работодатель. Мы, в общем, мы готовы всех принять за свой счет. Да? То есть, на самом деле мы за счет бюджета Российской Федерации, стоимость их обучения, она там очень недешевая, оплачиваем полностью. Но вот сам Красноярский институт говорил, что было бы правильно, чтобы хотя бы дорогу ребятам оплатил один из ресторанов, который гарантирует, что возьмет их потом к себе, да, он подпишет соответствующий договор, поэтому нам очень важно, чтобы ребята, проходя обучение, сюда возвращались работать. А так, да, такая программа у нас уже предусмотрена. Что еще не рассказал из того, что мы сейчас обсуждали, мы запускаем еще один важный проект, это проект поддержки некоммерческих организаций. То есть у нас с 1 августа стартует конкурс, решение президента Российской Федерации, мы из фонда президентских грантов и дополнительно внебюджетное финансирование нашли. С 1 августа можно будет подавать заявки, уже в этом году 115 миллионов рублей мы готовы направить на проекты, социальные проекты, проекты развития, которые могут получать не бизнес-организации, не государственные структуры, а обычные граждане и некоммерческие организации. Целый ряд очень интересных проектов есть, а как раз вот 6-7, когда у нас будет большой фестиваль здесь, мы сможем запустить и программу обучения. То есть будет проведена для всех желающих подать такую заявку, будет проведена программа обучения. Абсолютно пресс, пожалуйста. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, будет ли продолжено софинансирование зарплаты работников бюджетной сферы? Да, конечно, у нас в бюджете предусмотрено более 5 миллиардов рублей на следующий год, которые идут в том числе и на софинансирование заработных плат, ну и, в общем, на все остальное наше партнерство, безусловно. Это не единственные деньги, я вот, видите, уже говорил, что помимо этого принято решение президентом по итогам обращения Бадра Зурабовича о том, что будет продолжено льготное кредитование. Мы в эти дни проехали, посмотрели несколько объектов, которые строятся, в том числе вот большой завод, который в сентябре должен быть запущен по безалкогольным напиткам, по производству местного пива, который запускается на деньги льготного российского кредита. В прошлый раз посмотрели контейнерный терминал, который хорошо развивается. То есть у нас помимо этих 5 миллиардов еще большая программа льготного кредитования, ну и целый ряд дополнительных проектов, о которых я говорил уже и в медицине. Сейчас получают как раз поликлиники и больницы, получают рентгеновские аппараты, получают современное медицинское оборудование. Значит, я уже сказал, что будет финансовая поддержка со стороны России на возможность приобретения приборов учета, для того, чтобы выстроить эффективную работу энергетических сетей. Энергетика, на мой взгляд, это самый большой вызов. Это и для людей проблема, это и ограничитель с точки зрения развития бизнеса и инвестиций. Поэтому эта поддержка тоже предусмотрена. Ну и у нас довольно большой объем работы. Вот мы проходили сейчас у каждого ведомства, там решение, которое было выработано на встрече Бадра Зурабовича с Владимиром Владимировичем Путиным, заключается в том, что у нас есть команда всем нашим министерствам и ведомствам
весь свой опыт, все методики, все технологии передавать нашим партнерам и коллегам в Абхазии. Поэтому у каждого ведомства выстроена дорожная карта, и весь опыт, значит, там, налоговая служба российская передает, где и как можно увеличить доходы бюджета. И, кстати, это уже видно, уже доходы бюджета растут по сравнению с прошлым годом, есть ощутимый рост доходов бюджета. И так по каждому направлению, по промышленности, по сельскому хозяйству, по здравоохранению, по образованию. Поэтому не просто сохраняется финансирование, а на самом деле программы совместной деятельности активно расширяются. Бадр Зурабович, каким будет участие России в реализации госпрограмм социально-экономического развития Абхазии на 2026-2030 год? Мы формируем программу на 26-30 год. Рамки этой программы будут шире. Мы работаем над этим проектом. Заложены ключевые вещи, необходимые для реализации. Значит, это такие вопросы, как энергетика, здравоохранение, образование, инфраструктура и ряд других вещей. Что бы я хотел отметить, предыдущая программа, которая была ранее, создала серьезную базу. Мы получили высокий внутренний валовый продукт, высокий товарооборот. Я уверен, что такого рода программа, реализация такого рода программы создаст дополнительные возможности для нашей экономики. Мы работаем активно над формированием повестки этой программы. Я думаю, что мы осенью уже выйдем на подписание этого соглашения. Спасибо. ТАСС, пожалуйста. Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете прошедший первый конкурс команды Абхазии и каковы, на ваш взгляд, перспективы у победителей, у финалистов этого конкурса? Ну, знаете, тут, мне кажется, у нас же условием, помните, мы договаривались, что на старте, что мы берем на себя обязательство для победителей еще и выстроить годовую программу образовательную. У них первый модуль обучения прошел, сейчас они проходят, по-моему, еще практику, значит, в российских органах государственной власти, в крупных российских компаниях. Очень талантливые, очень яркие, очень сильные ребята. Ну и мы также договорились, что и соответствующее решение президента Российской Федерации есть, что тем из них, кто захочет получить опыт работы в российских органах государственной власти или в крупных российских компаниях, такая возможность тоже будет предоставлена. Они могут и практику пройти, а могут и пойти несколько лет поработать где-то в России, значит, получить соответствующий опыт и с этим опытом потом приехать в Абхазию. Ну и, знаете, сам факт, я понимаю, что когда этот конкурс объявлялся в феврале месяце, я знаю, что многие к нему относились довольно скептически, ну, поскольку, там, ну, не обидитесь на меня, но понятно, что культура назначений в Абхазии, она, в общем, не особо конкурсной традиционно была, она скорее была связана с отнесением к той или иной фамилии, значит, к влиянию твоих родственников. Мне кажется, это первый пример, и здесь решение, которое Бадр Зурабович принял, оно очень важное, потому что это первый пример, когда люди получили очень высокие назначения, и вице-премьеров, и министров, и заместителей министров, не за заслуги своих родственников, а за свои собственные заслуги, за свое трудолюбие, за свою квалификацию, за свою готовность служить на благо своей стране. Мне кажется, это очень важно, и мы поэтому говорили о том, что вот сам принцип такого честного конкурсного отбора, мы постараемся и дальше по нему так двигаться. Да? Вот сейчас там отбор на обучение в уникальный институт гастрономии, один из лучших в мире, открытый конкурс. Никто не будет определять, кто попадет, кто не попадет. Все желающие подают заявку, там 115 миллионов выделяем на некоммерческие организации, открытый конкурс. Значит, ну и вот мы уже тоже открою секрет, мы договорились, что поскольку инфраструктура гостеприимства с точки зрения туристического потока для Абхазии очень важна. Да? В советские годы в Абхазию приезжало 5 миллионов туристов на ту же самую инфраструктуру. Да? Значит, запас очень большой. И интерес очень большой и с самолетным сообщением, и с железнодорожным сообщением, и вот с первыми попытками морского
сообщение, мы договорились о том, что у нас у президентской платформы «Россия – страна возможностей», помимо таких проектов, как «Лидеры России», аналогом которого стал проект «Команда Абхазии», есть еще очень хороший опыт такого проекта, как «Мастера гостеприимства». Это поддержка сферы индустрии гостеприимства, тоже с программой обучения, с возможностью прохождения практики и стажировок в лучших российских регионах и компаниях, и с возможностью финансовой поддержки на реализацию своих проектов. Мы обсуждали, что мы хотим такой конкурс в августе месяце, как раз вот под 6 августа запустить. Поэтому сам принцип вот такого объективного, справедливого конкурсного отбора, да, мне кажется, очень правильный. Ну и вот здесь еще, знаете, что добавил? Вы, наверное, видите, что у нас резко расширились возможности, в первую очередь для детей, для школьников, для студентов из Абхазии, которые, у нас есть отдельное решение президента России, что для них открыт доступ во все российские проекты, вне зависимости от наличия российского гражданства. Да. Для всех граждан Абхазии открытый доступ во все российские проекты. Все конкурсы президентской платформы «Россия – страна возможностей», «Движение первых», «Большая перемена», там, студенческий конкурс «Твой ход», олимпиады, все открыты. У нас ребятишки из Абхазии сегодня и в Артеке, и на Тавриде, и вот только что как раз Бадзе Рабович показывал, мне написали, что команда Позорницы из Абхазии стала одним из победителей, значит, четвертьфинала и прошла в общероссийский полуфинал. Отлично выступили ребята. Вы, наверное, видели представительницу, прекрасную представительницу Абхазии, которая вместе с представителем российской молодежи рассказывала президенту об открытии нового молодежного центра в поселке Счастливцево в Херсонской области. Ребята из Абхазии участвовали в ВК-фесте в Сочи, на выпускном Сириусе. Да, и очень важную вещь мы забыли еще сказать. Мы же вчера еще об одной важной вещи договорились. У нас мирового уровня образовательный центр «Сириус», созданный решением президента на базе инфраструктуры Олимпиады сочинской, открывает свои двери для детей из Абхазии, причем на системной основе. То есть у нас каждый месяц будут брать, «Сириус» готов забирать 40 школьников, значит, и 10 педагогов. 40 школьников, 20 учеников колледжей и 10 педагогов. То есть это означает, что в течение года учебного 400 школьников, 200 студентов колледжа и 100 педагогов пройдут курсы повышения, то есть это несколько недель, курсы обучения и повышения квалификации в лучшем детском образовательном центре «Сириус». А кроме этого, все, заявки уже принимаются. Тоже конкурс. Заявки в «Сириус» уже можно подавать. Первые ребята поедут уже в сентябре месяце, первые 40 человек поедут. И помимо этого «Сириус» объявил еще конкурс, тоже конкурс между всеми школами и колледжами Абхазии. 3 школы-колледжа смогут стать партнерскими площадками «Сириуса». Это значит, что их педагоги будут проходить в «Сириус» программы обучения. «Сириус» поможет развернуть у них соответствующие лаборатории. Но это тематическая история. Кто-то станет партнером физики и математики, кто-то в химии, кто-то в культуре и искусстве. Да? Но вот, то есть в этом смысле я считаю, что, извините, что долго на ваш вопрос отвечаю, но вы такую важную вещь затронули. Я считаю, что конкурс команды Абхазии, помимо отбора очень талантливых людей, у которых, на мой взгляд, отличные перспективы и в Абхазии, и в России, он еще и создал очень правильный пример, как в таких случаях честно отбирать людей для участия во всех российско-абхазских проектах. Вот так и будем делать. Пожалуйста. Подскажите, какие наиболее перспективные отрасли экономики для сотрудничества с Россией в нашем? Основные, наиболее перспективные отрасли экономики, безусловно, это, конечно же, инфраструктура, туризм, сельское хозяйство, энергетика и ряд других ключевых отраслей. В этом смысле мы сегодня по всем этим очень существенно значимым для нашей республики отраслям чувствуем поддержку. Мы самостоятельно тоже предпринимаем усилия по решению тех главных инфраструктурных проблем, которые у нас возникают. Но Сергей Владимирович отметил ранее, есть вопросы совместного подхода, совместного решения. В рамках этой деятельности все отрасли экономики, они для нас являются ключевыми. Невозможно развивать только определенные
отраслей экономики и не обращать внимания. У нас во всем мультипликативный эффект. Мы параллельно занимаемся всеми вопросами. Я уверен, мы будем наращивать интенсивность взаимодействия с нашими российскими коллегами для решения ключевых вопросов. Скажите, пожалуйста, какой вы видите Абхазию в среднесрочной перспективе? Абхазию, конечно же, я вижу развитой. Абхазия, где соблюдаются законы. Абхазия, где гражданин и гость, гражданин нашей страны и гости нашей страны чувствуют себя в безопасности. Абхазию, которую так же, как и мы, хотели видеть те люди, которые сложили свои головы за нашу страну. Независимой, процветающей, развитой, с развитой экономикой. В союзе с Российской Федерацией для нас это ключевые направления, которые мы должны выстраивать. Мы не имеем другого шанса на развитие по другому сценарию. Мы маленькая страна, многострадальная страна. Народ Абхазии заслуживает жить достойно в государстве, которое столетиями, тысячелетиями оберегало. В этом смысле мы и дальше будем предпринимать все усилия, все свои возможности, опыт, компетенцию ради сохранения нашей страны и народа.